с тебя песня, Раниль. Утка с песней в 2 раза вкуснее. Без үзе безде вақтаны, үткермей бізі мақтаны. Біз урамнан үткен шақта, қызлары қала ұқтаны. Хай илләрі, илләрінде күлләрі. Бұл илләрді қызлар жырлый сандуғаштай тілләр. И быстрей. Хай илләрінде күлләрі. Бұл илләрді қызлар жырлый сандуғаштай тілләрі. Раниль Нуриев сегодня готовит вместе с нами новогоднюю утку. Исәнмесез, дуслар! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях популярный, молодой, талантливый татарский вокалист Раниль Нуриев. Салям, Раниль! Привет! Привет, Руслан. Раниль, спасибо, что пришел к нам. Пользуясь случаем, поздравляю тебя с Новым годом, с Рождеством. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык. И что это такое ты мне принес? Тебя тоже с праздником. Это тебе маленький куштанеш. Ага. Ну, соответственно, чай попьем после того, как программу снимем. Ага. И коллекция листового чая. Очень хороший, там много разных. То есть ты сам все смешал, красиво упаковал, нарисовал мне чай и принес мне? Все специально, все для тебя. Рахмет! Раниль Нуриев, певец эстрады, лауреат премии «Алтын Барс» 2012. Родился 23 марта 1986 года в Казани. В 2003 году окончил гимназию номер 155, а в 2008 – Казанский юридический институт МВД России. В настоящее время работает в государственном учреждении Республики Татарстан. С юных лет увлекался вокалом и выступал на различных городских и республиканских мероприятиях и конкурсах. В последние 2 года ведет активную работу в шоу-бизнесе как певец татарской эстрады, ведущий хит-парада «Музыкаль Каймак». В декабре 2012 года стал победителем на ежегодном международном эстрадном фестивале «Татар-Жиры» в номинации «Лучший клип года». Лучшим новогодним подарком, мне кажется, будет блюдо, которое ты будешь готовить. Обязательно мы сегодня приготовим с тобой утку, так как уже сейчас Рождество, Новый год. С границы принято готовить индейку, а мы будем готовить утку. Ну, татарскую утку. Потому Отлично. Что секреты татарской кухни. С чего начнем, Раниль? Ну, для начала нам, конечно, нужна утка. Утка. Опа. Вот она. Красивая татарская утка. Да. Свежая. Ну смотри, чтобы приправа очень хорошо впиталась в нашу утку, надо обязательно ее высушить. Бумажным полотенцем сейчас. Кстати, ты вот так красиво все говоришь, как будто настоящий профессионал. Ты Да, я, если честно, утку вообще люблю готовить и очень часто это делаю. Когда друзья приходят ко мне в гости, там, на Новый год, на разные праздники. Ну, у меня получается просто. Итак, мы высушили нашу уточку. Да, пусть она пока здесь отдохнет. Посмотрит на нас. Да, а мы будем готовить приправу для нашей утки. Из чего мы делаем приправу? Но обычно я покупаю приправу для курицы, для табака называется такая, есть приправа. Но в принципе для утки, утку нельзя испортить, поэтому для нее любая приправа подойдет, которая для птицы, для индейки, для курицы, любая. Так что мы берем нашу приправу и... Ароматную Да, приправу. очень ароматный. И Так, это посуда. Что еще? приправу мы заправляем майонезом. Так, майонез. Раниль, а вот все-таки кто тебя научил готовить? У кого ты брал вот эти навыки кулинарии? Я, честно говоря, Руслан, не знаю откуда. Наверное, может, мама мне передала эти способности и желание готовить. Но, если честно, я в семье вот второй ребенок, у меня есть старшая сестра, я младшая сестренка. Когда я нахожусь дома, когда, соответственно, меня окружает очень много женщин, сестра, сестренка, мама, я вообще ничего не делаю дома. Ну да, ты только не ешь, я готовлю говорю. ничего, у меня нет желания даже. Если я дома нахожусь один, соответственно, я начинаю экспериментировать, пробовать там, смешать разные ингредиенты и сделать новое какое-то блюдо. И, кстати, десерт мы сегодня будем с тобой делать эксперимент, который я сделал дома. Сам придумал? Сам придумал, нечаянно получилось, вкусно. Вот мы сегодня это будем делать с тобой. Ну, раз ты так увлекаешься вот кулинарией, что ты еще готовишь? Готовлю, я как сказал, я люблю экспериментировать, и вот конкретные, соответственно, треугольники губудю я готовить не умею. То есть суп-лапша с капустой, например, Ну, да? это могу. Суп-лапшу с капустой Да, ты можешь это готовить? могу. Треугольники без мяса. Может даже вкусно получится, да. Но, знаешь, рыбу люблю готовить, мясо.
Кстати, Ну ну, что у что тебя ж, получился смотри, такой цвет горчицы получился. у нас такой. Да, очень хорошая масса получилась. Обычно у меня так не Ароматная. получается. Да. Ну смотри, специально вот в эту приправу мы добавляем еще дополнительной соли, потому что утка много соли забирает. Давай Так, посолим, да? Да. Раниль, И но- перца обязательно. И перец, да? Отлично. Мне твои друзья раскрыли секрет, что когда ты на кухне готовишь, вот ты когда что? они приходят, ждут, когда ты их накормишь, что ты всегда поешь песни какие-то, причем не только Ой, хорошие, знаешь, не только нет, татарские, давайте русские. Давайте расскажу, как я готовлю. В общем, я не пою, они обманывают. Я начинаю танцевать. У меня всегда играет на кухне музыка. Ага. Вот я вот так, в общем, готовлю, танцую вот так, в общем. Все там Вот так мажу, вот, да? здесь что-то горит Опа. уже, да. Опа. Здесь уже горит, это все убираешь-то, не получилось, мусор. Ну, бывают такие моменты тоже, да. Я просто готовил однажды, это когда только начал один жить, отдельно Это сейчас от всем родителей. девушкам Казани признался, он живет один. Да, когда Улица отдельно Комсомольская, начал дом жить, 6, я квартира 4. просто первый раз в жизни хотел приготовить котлету. Купил котлеты, которые вот готовы уже, да, положил на сковородку. В итоге у меня там получилась мотлета, не котлета. Они все развалились, я вот так все перемешал и как вот так просто съел. Не как котлет. И с этого начались твои эксперименты. Вот с этого и начинается, да. Но в основном я дома не часто готовлю, потому что я к маме заезжаю. Так, давай Мне добавим ложка соли. нужна будет. Ложка? Нет, у нас все татарская кухня, у нас ты- все руками, ну, да. давай, хорошо, может так. Сколько рук Давай, соли давай, туда? еще. Так, Все, хватит. все, да? Иначе очень солено. А почему не танцуешь? Покажи нам, пожалуйста, как Ну, это я же происходит. дома. Нет, у нас можно, я разрешаю тебе эксклюзивно. Да? Ну, покажи мне, я буду тоже танцевать у себя на кухне. Ну хорошо. Итак- Ну как получается, я же не танцор, просто не Нет, профессионал. я понимаю, я же тоже пошел уже. Вот представь, звучит твой любимый трек Олега Газманова. Играет, музыка играет. Да, София Газманов Ротару поет, там. да, София Ротару, Альфия Авзалова. Зашла посмотреть, Да, как ты готовишь. обязательно. Ханеф, Архи, Салават, все остальные. Но ты дальше не Понимаешь? бери так высоко. Ну, в общем, все, перец надо добавить. Так, добавляем Какой? перца. Или бельгийский. Хороший перец, хорошо. Добавили. Сейчас, Руслан, тебе самый Ответственный момент. хороший секрет. Чтобы наша утка получилась очень такой необычной и был такой сладкий привкус, мы сейчас сюда добавляем апельсиновый сок. Так, значит, берем апельсин, делим его на две Давай. части. На 4. На 4. Так, раз. Но признайся, вот этот секрет ты сам придумал или где-то прочитал его? Если честно, у меня дома лежал апельсин, я просто вот так выжил. Думаю, ну что будет, то и будет. И получилось вкусно. Я делаю всегда так утку. Утку делаю только всегда так. А если бы у тебя дома было яблоко, как ты его выжимал бы? А яблоки, кстати, будут. Я Так, их тоже использую. выжимаем? Да, ты поэтому мощнее меня смотришь, поэтому давай сам. Раниль, ну рассказал ты все секреты про кухню, а теперь расскажи, вот откуда у тебя страсть к пению? Ну, страсть к пению у меня идет уже с детства. То есть часа 2 уже. Да, часа 2 точно. Мне мама говорила то, что вот, я, конечно, сам не помню, что когда мне было 3 годика, я уже брал, у нас маленькая какая-то вот то ли хромка, то ли тальянчик какой, я не помню, выносил в коридор и вот так играл, и девочки рядом со мной танцевали. То есть тогда уже я типа пел, играл, и вот с этого момента, с 1 класса я пою, в институте я пел, и сейчас вот я решил Профессионально заняться. выйти на татарскую эстраду. Да. Татарский шоу-бизнес, как я люблю говорить. Да. А в каком институте вот ты получил образование? Честно говоря, когда я заканчивал 10 и 11 класс, были такие звонки ко мне домой. Мама мне говорила, то, что звонили с какого-то университета или института, говорит, тебя хотят, чтобы ты к ним пошел учиться. Пригласись, ага. Да, ну как выяснилось, это звонили то ли с университета культуры, я не знаю. Но в итоге папа сказал, никакой университет культуры, ты пойдешь, будешь получать мужскую профессию. Слесарь. Ну, Строитель. Сначала я тоже так же подумал, но мне папа сказал, вот, говорит, давай получи юридическое образование, экономическое какое-нибудь. Ну, мы, соответственно, выбрали юридическое образование, и я учился и закончил, слава богу, Казанский юридический институт МВД России. Молодец, молодец. Итак, мы с Ранилем приготовили специальный соус для нашей утки. И что мы делаем сейчас? Ну, соответственно, мы будем сейчас утку нашу мазать этим соусом и оставим на несколько минут, пока мы будем готовить начинку. Так, пожалуйста, покажи, как Я это буду делается. это делать, да? Хорошо. Ну, а ты помнишь, кстати, Раниль, самую первую вот песню, которой ты вошел на большую сцену? Самую первую песню? Нет, не помню. Я помню самую первую песню, когда только я начал разговаривать, и я начал петь.
Вот. Какая Эту это песню я помню. Песня была такая. Су буйында ушак яна, кем кабызган ул ушакны, төшсәм әгәр су буена, табармын күп балачакны. Песня Вот про эту пляж. эту песню, где говорится о прожитой жизни, я пел в 3 или в 4 годика. То есть тогда ты уже был такой взрослый Да, человек, да, который да. как бы Так, думал о хорошем. Ну смотри, вот этот момент я, конечно, дома не люблю делать, потому что приходится пачкаться, но придется. Вот так Я доверяю нашу себе. Да, спасибо, спасибо. Вот так мы нашу утку полностью, в общем... Чтобы мажем. потом пропиталось это все, да? Да, оставим, чтобы чуть-чуть пропитаться, поэтому мы утку и вытирали насухо, чтобы приправа у нас полностью... Ничего страшного, да, если я буду руками делать? Нет, давай руками, а я буду ложкой тебе наливать. Так, отлично. У нас это татарская кухня, там практически все делается руками. Так. Ну, кстати, и изнутри тоже надо будет это промазать нормально, Ага. чтобы все пропиталось хорошо. Вот так. Все. Ваши аплодисменты. Курочка, уточка. Уточка. Уточка практически готова, но... Все, оставляем на несколько минут, пока мы готовим начинку. Уважаемые телезрители, вместе с Ранилем мы приготовили нашу уточку. Урдак готовый практически, потому что здесь только специи, соус, но осталась начинка. Да, начинку мы будем нашу уточку наполнять зелеными яблоками. То есть один ингредиент будет у нас только, да? Да, только один. Руслан, смотри, вообще можно в утку класть как бы разные Начинки. Яблоки там, можно сердце, печень, вот это все обычно люди любят, да? Но вот я не люблю чернослив класть, потому что он дает какой-то вот специфический вкус, но мне не нравится. Но почему мы сегодня делаем с тобой, наполняем нашу уточку только зелеными яблоками? Потому что у нас она будет сегодня такая сладковатая. Ага. Видишь, у нас апельсиновый сок и, соответственно, только яблоки. А я думаю, ты скажешь, уже прошла неделя после Нового года, и никто не хочет больно возиться на кухне. Кстати, это тоже правильно, да. Так, яблочки готовы у нас. Да, яблоки готовы, и мы, конечно же, эти яблоки обязательно должны также окунуть смочить в соус нашем наш. соусе, да. Раниль, пользуясь случаем, от всей нашей программы, от себя лично я поздравляю тебя. Ведь ты со своим клипом выиграл на конкурсе «Татар Жиры» в номинации «Лучший видеоклип 2012 года». Молодец! Спасибо. Раниль, расскажи, пожалуйста, что это был за видеоклип, как он назывался, где снимали? Видеоклип назывался на песню с именем Янымда. Песня у меня зародилась, припев песни у меня в голове, когда я ехал в машине. Я сразу же в эту же минуту звоню Марату Мухину, композитору нашему очень талантливый. Я ему звоню сразу же. Я говорю, можно тебе приехать? Он говорит, конечно, приезжай. Приезжаем. Мы же в этот же момент сочиняем, он сочиняет, соответственно, музыку. Сразу же делает аранжировку. Я в этот же вечер иду к Лейле Давлетовой. И на следующее утро Лейла Давлетова мне скидывает смс-ку, то, что слова песни уже готовы. Вот песня за 2 дня буквально вот так уже зародилась. И, между прочим, заняла первое место. А вот клип, что касается клипа. Клип, когда мне сказали, что давай уже пора снимать клип, и когда уже я подумал, то, что уже да, надо выпускать какой-то свой клип, я почему-то захотел именно эту песню, потому что песня так успешно просто родилась и выросла, и в интернете. И народ ее полюбил. Да, и народ полюбил. И поэтому я думал, а почему бы и нет, вот на эту песню. И, слава богу, вот так получилось все. Удачно. Ну а мы продолжаем. Да. Давай сделаем так. Я сейчас буду Нашу наполнять уточку, наполнять а ты яблоками. остальные яблоки будешь замачивать в приправе, хорошо? Так, отлично. Вот так мы осторожненько. Ну а как вот, Вкладываем. Раниль, наступил 2013 год, вот у тебя на этот год какие планы все-таки? Увидим ли мы твой первый диск? Как ты думаешь? Обязательно. Скоро Лаберса выйдет мой первый диск. В этом году, соответственно, у меня есть такая идея сделать кое-какой проект для нашей молодежи. Но пока я секрет раскрывать не буду, просто Вы всё увидите сами. заинтригую, да. Ну и, соответственно, было бы огромное желание сделать в этом году свой первый сольный концерт. Вот такие планы. Но желаем тебе успехов, а Лаберса, я думаю, все Лаберса, обязательно получится. Лаберса. И не забудь 2 Да. пригласительных мне, Руслану Шарафуддинову. Конечно. Так, мы заполним нашу уточку яблоками. Сейчас до конца еще чуть-чуть. И после этого мы берем рукав для запекания и уточку засовываем в этот рукав.
И самый ответственный момент, потому что я этот момент не очень люблю дома делать, потому что когда ты один готовишь, вот засовывать утку вот с такими руками в пакет очень тяжело. Поэтому приглашай меня. Хорошо, Я буду тебе в следующий помогать. раз. Та-дам! Вот так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так. Так, сейчас Есть. это все завязываем с двух сторон. Так красиво получается. Все? Все. Утка готова. Утка, да, утка готова к переселению в духовочку нашу. Держи, пожалуйста. Итак, Понесли. с тебя песня, Раниль. Утка с песней в 2 раза вкуснее. Без үзе безде вақтаны, көрмей біз мақтаны. Біз урамнаны үткен шақта, қызлары қала ұқтаны. Хай илләрі, илләрінде күлләрі. Бұл илләрді қызлар жырлый сандуғаштай тілләр. И быстрее. Хай илләрінде күлләрі. Бұл илләрді қызлар жырлый сандуғаштай тілләрі. Эй! Раниль Нуриев сегодня готовит вместе с нами новогоднюю утку. Обработанную утку промыли, вытерли насухо полотенцем, а затем изнутри и снаружи обмазали заранее приготовленным соусом. Для соуса смешали майонез и специи, выдавили сок апельсина. Далее утку нафаршировали нарезанными дольками яблоками, поместили в рукав для запекания и поставили в духовку на 1,5-2 часа. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях обаятельный молодой татарский вокалист Раниль Нуриев. Раниль, мы с тобой отправили нашу уточку в духовку. На какое время? Ну, наша уточка постоит час-полтора, а пока она готовится в духовке, мы сейчас с тобой сделаем необычный десерт. Нам нужны будут бананы, почистить их. Так. И, конечно же, разогреть сковородку и добавить туда подсолнечное масло. Так, сейчас я разогрею все. А ты все-таки вот какие блюда предпочитаешь? Вот сладкие или вот... Я люблю соленое и сладкое. Вот. То есть не откажусь ни от соленого блюда и ни от сладкого. Поэтому... А вот ты такой стройный, красивый, ну практически как и я. Скажи, пожалуйста, вот в чем секрет? Наверное, какая-то диета Секрет есть. Все-таки у всех чего? артистов, мне кажется, диета Стройности? есть. Да. Не знаю, из-за того, что, наверное, мало ем про это. Ну, я просто хожу в неделю 3 раза в спортзал, фитнесом занимаюсь. Это хобби у тебя, да? Да, да. Для поддержания тонуса, мне кажется, заниматься фитнесом это очень полезно. А какие у тебя еще хобби есть? Я очень сильно люблю и уважаю конный спорт. Я просто обожаю этих животных. И просто с ума схожу, если вижу лошадей, я хочу просто на них покататься, Так, там, пожалуйста, погладить и разрезай. так далее. Ага. И, соответственно, еще я люблю заниматься картингом. Но, Руслан, я сейчас расскажу, мы почему кругляшками режем, чтобы потом просто красиво это все оформить. А так я, когда дома делаю, обычно пополам разрезаю вдоль банан и жаришь. Так, конечно, удобнее жарить, И но быстрее. здесь у нас будет, я думаю, красивее, нежели быстрее. Кстати, Всё. я вот недавно буквально в одном ресторане увидел блюдо, его так и называлось, жареный банан. Да, но они, Руслан, жарят, конечно, очень профессионально, и вкус у нас будет чуть другой. Ну и, конечно же, чтобы банан у нас был чуть-чуть сладковатым, давай добавим туда чуть-чуть сахара. Прям в масло. Прям в масло, да. Тоже на глаз. Тоже можно на глаз. Вот так, вот. Осторожно, чтобы не брызнуло. И, соответственно, это все давай размешаем. Все, можно кидать туда уже Бананчики? наши бананы, да. Так. Вот прям так. Так, мы обжариваем бананы с каждой стороны, да? Да, с каждой стороны, Да, да, попробуй. ты будешь переворачивать, чтобы... Самое главное, смотри, чтобы не сгорело. Ну, если сгорит, это блюдо готовил Раниль Нуриев, естественно. Ну, а ты мне помогал. Так, добавим сахар еще немного? Да, еще чуть-чуть сахар добавлю, просто вот так, сверху, Ну чтобы... и по традиции мы добавляем самый главный ингредиент нашего десерта Что? – стихотворение. Стихотворение? Ну, я знаю, стихотворение ты любишь, поэтому давай песню. Да, хорошо. Кеше гомеренә тик бер тапкыр килгән бар ул мәхәббәт, җирдә мәхәббәт. Җанымны биләгән шушы хисләр белән яшәүләре бик нинди рәхәт. Бер-беребезгә карап, карашлардан аңлап, яшик әле, яшик бәгырем, гомерлеккә диеп сайланган парым син, бердән-берем иркәм кадерлем. Бер-беребезгә карап,
Қарашлардан аңла, яшигәле, яшик бәгырем, өмірлікке дейіп, сайланған парым син, бірден бірін еркен қадірлем. Раниль Нуриев! Браво, молодец. Все, бананы мы убираем. Так. Ну что ж, мы продолжаем, и вот это чудо из банана. Чудо. Мы Он придумал будем- название своему десерту. Да. Мы будем выкладывать сверху сметану. Сметанка выкладывается есть на каждую? просто. Да, на каждую просто вот так выкладываю сметану. Ну и, соответственно, этот десерт можно подавать, когда собираются друзья. Ну, такой легкий десерт. Ну и, соответственно, вкусный. Да. Что мы делаем дальше с блюдом? Обычно я вот сверху выкладываю свежие вишенки, но так как зима, поэтому мы в этот раз выкладываем консервированные. Так. Свежие вишенки желательно разделить пополам, но консервированные мы выкладываем целиком. Просто на каждый кусочек банана. Но здесь, мне кажется, на любителя, потому что можно и клубнику, да, здесь выкладывать? Можно и клубнику, да. Кому как нравится и кто как хочет. Так. Вот таким образом мы выкладываем вишенки на наш банан, Ага. заранее обжаренный в масле с сахаром. И вот такой десерт у нас готов. Браво! Молодец. Итак, Раниль, замечательно у нас получился красивый стол, десерт, замечательная новогодняя утка. Нарезай, как хозяин стола, человек, который все это помог приготовить мне. Так, Так, ага, бисмилляхи рахманиррахим. да, ножку тебе. Руслан. Так, апельсин тебе, мясо мне. Да, и обязательно, давай я тебе нормально оформлю твою тарелочку. Ты еще занимаешься оформлением? Да, конечно же. Таким образом. Так. Ну и пробуй. Так, давай себе тоже немного. Итак, а можно мне вот самое вкусное, мне кажется, то, что внутри вот запеченные яблоки, Да, позволь мне. яблоки тоже очень сочные. Но они, конечно... Они разварились немножко, да? Нет, они в основном так варят, потому что яблоко быстро готовится, Ага. нежели утка. Поэтому она вот получается вот такой. Итак, представим, что у нас новогодний рождественский стол. Ты повар, я в гостях и пробую. Сначала попробую яблоки. Раниль. Да. Браво, браво. Яблоки получились очень сочные. Кстати, вот тот маринад, который мы приготовили, вот из специй, замечательно сочетается с яблоками. Молодец, даже я еще раз хочу немного попробовать. Молодец. Это ты помогал, скорее всего, и да, получилось просто необычно вкусно. Так, ну и самое главное, мясо утки. Попробуй ты первый. Хочу Если посмотреть честно, на твои... Если честно, я уже попробовал, пока ты не видел. Но получилось очень хорошо. Что скажешь? Мне кажется, когда ты берешь мясо, надо сразу заедать его яблоком, И закусывать посмотреть на апельсин и сказать: Раниль, ты один из лучших поваров среди вокалистов Казани. Молодец, браво. Супер. Спасибо. Ну что ж, урдек у тебя удался. Посмотрим, насколько вкусно получился Вот наш так, вот десерт. Да, вот так вот. Итак, мини-фруктовый тортик. Ну, Честно сказать, честно. ну сам понимаешь, сметана, вишня, банан — это не может быть невкусно. Да, ты абсолютно прав. Раниль, тебе еще раз большое спасибо, Бигзур Ахмед, за такие шикарные блюда. Я еще раз убедился, что ты прекрасно готовишь. Ну и для наших телезрителей небольшое поздравление. Прошу. Хочу всех поздравить с Новым годом, с наступившим Новым годом. Пожелать всем здоровья, счастья, успехов, чтобы всегда были все радостные, улыбались, больше улыбок, ну и готовили вкусную еду. Привет, Дуслар, уважаемые друзья, поздравляю вас с Рождеством. Пусть все ваши желания исполняются. Готовьте вместе с нами. Сау Балагас. Пока. До новых встреч. Спасибо.